И снова здравствуйте! И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно наносить тени на глаза. Для того, чтобы правильно распределить, нанести тени, мы должны определить, какой мы будем макияж делать. В данном случае мы выполняем легкий повседневный макияж, поэтому и тени мы будем использовать легкого нейтрального оттенка. Прежде чем приступить к нанесению всех основных теней, мы должны заполнить все наше веко нейтральным оттенком, при помощи которого мы сможем наносить остальные цвета. Для этого я беру бежевый оттенок и наношу его по всему веку, плавно растушевывая. Наношу это большой широкой кистью. Также наношу снизу. Мы сейчас с вами создали именно свою основу. Для дальнейшей нашей работы мы будем использовать светлый цветовой оттенок. Наносим его под основание нашей брови, для того, чтобы зрительно вытянуть дальше. Берем среднюю кисть, берем коричневый оттенок и наносим легкими движениями на внешний уголок глаза. При этом производим тушевку. Для того, чтобы открыть взгляд, мы должны всегда использовать нанесение теней именно на внешнем уголке глаза. Тогда взгляд становится более легким и более четким. Берем большую широкую кисть и наносим также бежевый светлый оттенок на уголок внутреннего века и на наше все основное веко. Открываем. Мы получили с вами яркость и раскрытие глаза. При помощи этой техники мы с вами зрительно раскрыли наш взгляд и наш глаз. Главное не переборщить, но при этой же технологии мы можем использовать и делать вечерний макияж. Приглашаю вас пройти свои новые обучающие ступени. Свадебные вечерние прически, а также макияж 3 ступени. И колористика и стрижки – это 2 ступени. Занятия начинаются с 5 по 19 января. Каждая ступень длится 4 дня. По окончанию выдается документ «Мастер по прическам», «Художник по прическам» и «Стилист по прическам». Количество мест ограничено.